Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Передача «Якут сегодня» в прямом эфире. Мы выходим одновременно и на телевидение, и радио ТИТИМ Саха-Радиата, национальная вещательная компания «Саха», режиссеры Мария Новгородова и Ольга Степанова. Сегодня у микрофона ведущий Юрий Сергеев. Приветствую телезрителей и радиослушателей. Итак, в нашей сегодняшней передаче сразу после нашего краткого анонса тем впервые в современной истории якутяне прошли на парусной яхте по следам Великой Северной экспедиции из города Якутска до Анадыря. Об экстремальном плавании расскажут сами непосредственные участники. Ну а далее во второй части нашей передачи «Якут сегодня» итоги межрегиональной окружного этапа 6-й Всероссийской общественной премии «Гордость нации-2025». Ну что ж, мы начинаем нашу первую часть передачи. Представлю гостей студии. Это председатель Якутского отделения Русского географического общества Александр Васильевич Горохов. Здравствуйте. Здравствуйте. И капитан парусной яхты, член Русского географического общества Андрей Альбертович Антипин. Добрый вечер. Приветствую вас. Уважаемые телезрители и радиослушатели, я думаю, что тема очень интересная, в то же время и актуальная, поэтому если есть какие-то вопросы к нашим гостям, то звоните по телефонам 8 411 2 32 2066 и 32 11 66. Ну, тема действительно сегодня больше, наверное, скажем так, как раньше, помните, была передача Юрия Александровича Сенкевича, вот, да, которая была посвящена к этим путешествиям, к экспедициям, да, скажем, на яхте, на других, скажем, да, объектах, которые сегодня путешественники передвигаются по нашим великим океанам, по морям и рекам. Вот, ну, и я хотел бы, чтобы вначале, попросил бы я Александра Васильевича рассказать, я сказал, что по следам великой экспедиции, да, Великой Северной экспедиции. Вот если немножко вкратце об истории, что же Великая экспедиция, когда она была? В этом году исполняется 300 лет Великой Северной экспедиции под руководством Витуса Беринга. Ровно 300 лет тому назад по велению Петра I началась первая Камчатская экспедиция. Через несколько лет после завершения первой Камчатской экспедиции была вторая Камчатская экспедиция, более масштабная. И вот этот проект экспедиции под Витуса Беринга, она в свое время совершила великие географические открытия, была очень масштабным, и до сих пор научная значимость этого большого проекта, масштабного проекта, до сих пор, конечно, она имеет свое значение мировой науки. Также мы посвятили этот проект этой экспедиции 180-летию Русского географического общества, которое в этом году одна из самых старейших и уважаемых общественных организаций. Также 80-летию Великой Победы. Ну что ж, даты, конечно, знаменательные, исторические для всего нашего российского народа. Вот, Андрей Альбертович, давайте начнем, наверное, времени у нас не так много, конечно, да, для прямого эфира, для такого рассказа. Как все начиналось? Давайте парусной яхте. Как строили лодки. Да, как строили лодку Эйва. Вообще... И почему назвали ее Эйва именно? Что это означает? Эйва, название Эйва, это, так скажем, фильм «Аватар». Там была богиня, дерево жизни, которого вдохновляло всех в этом кино. И оттуда пошло название, потому что объявлял конкурс среди своих друзей. И никто нормального названия не предложил. Так родилось это название. Сама лодка, она у нас, конечно, старенькая, она пришла еще в советское время. И ваш коллега, он ее сохранил, коллега Бочковский, Владислав Всеволодович. Кинооператор был такой, известный в республике. Кинооператор, путешественник. Он вдохновил на все эти походы еще, мы уже не один десяток лет с ним знакомы были. И он мне сказал: забери, чтобы эта лодка не пропала. В общем,
так и получилось, что 13 лет я его готовил. Готовили. Да. Ну, кстати говоря, вот чтобы осуществить, так сказать, свою мечту пройти Северным морским путем. Вот это уже, она, эта мечта ваша сбылась. Мечта через столько лет, да? Мечта сбылась, да, с юношеских лет, в общем. Ну, что себе представляет парусная яхта? Она небольшая, по-моему. Да, она всего... По ширине там где-то 3 метра. 3 метра в ширину, 9 в длину, одномачтовая, там двигатель 9 лошадей. Но мореходная, потому что мы бывали в 6-бальном шторме, волна была до 5 метров, она себя показала очень прекрасно. Вот, я даже сам как-то вдохновлен своей лодкой, что настолько все-таки хороший проект получился, что все живы и здоровы, дошли до Анадыря. Самое главное, да? Ну, Андрей Альбертович, вы капитан этой яхты, да, в общем-то, и владелец этой яхты. Ну, Александр Васильевич, вы... Есть такой документ «Судовая роль». Судовая роль. Где расписаны каждый член экипажа, какую он проводит, какие функциональные обязанности и какую там он выполняет роль. Андрей Альбертович капитан. Так. Помощник капитана, наш третий участник. Да, кстати говоря, третий участник. Да, Иванов Максим Егорович, он учитель технологии. Намский район. Намский район, Намской средней школы учитель, мастер на все руки, он помощник капитана. Я, соответственно, матрос. Матрос, да. Не бывает экипажа без матроса. Конечно, не бывает, ага. Да, я скажу еще одну вещь, что эта экспедиция состоялась благодаря гранту Русского географического общества. Так. В прошлом году мы в это время подались на грант, и к нашей радости мы выиграли этот грант, и, соответственно, мы его сейчас осуществляем. Кстати, если есть у других какие-то проекты, то я скажу, что Русское географическое общество сейчас как раз проводит прием грантов на различные проекты, в том числе экспедиционные, просветительские и туристические. Ну что ж, каков маршрут тогда от вашего плавания, вашей экспедиции, пожалуйста? Ну, мы Андрей Альбертович. 1 августа мы стартовали здесь из города Якутска. Вот. Через 16 дней мы были уже в Тикси. Вот. В Тикси там встречались с населением, с ребятишками, со школьниками. Школьникам было тоже очень много, как сказать, школьникам было очень интересно посмотреть на это все. Ну, я им рассказывал не только за лодку, что она из себя представляет, но ребята говорят, что если вы хотите также путешествовать, то надо учиться. То есть пока вот вы учитесь в своей средней школе, вы получаете те знания необходимые, которые вам в дальнейшем пригодятся, чтобы вы стали капитанами на парусном судне. Ну, они такие вдохновленные, вроде учитесь. Понятно. Вот, в Тикси мы вышли еще 1500 километров в море Лаптевых до Певека. Восточно-Сибирское море, там встретились мы вот на Медвежьих островах, первый раз встретили лед. Весь путь нас сопровождали нерпы, так что у меня все спрашивают, вы рыбачили? Я говорю, нет, мы не рыбачили, потому что боялись поймать нерпу. Вот, и поэтому рыбалки на яхте не было. Вот, дошли. Ну, и времени не было. Да, и времени не было. Вот как раз мы тогда попадали в шторм, и у нас отказал отопитель в лодке, да, и буквально мы там 4 дня вот так вот были в воде, 5, по-моему, даже не. Вот, шторм хороший, в лодке сыро, в общем, минусовая температура. Но все-таки удалось, да, привести в порядок все. Да, мы уже в Певеке, мы уже за печку заменили, но до Певека дошли, все. Экипаж у меня отличный. Ребята выстояли, стойкие, не ныли. С таким экипажем можно идти дальше. Да, ну и дальше, Александр Васильевич. Да, у нас проект, он будет продолжаться в следующем году. Четвертый этап, как мы его называем, это будет Якутск, Анадырь, Петропавловск-Камчатск, заходом на Командорские острова, на остров Беринг, где захоронен сам Витус Беринг. Один из наших проектов, то, что мы везем землю с родного города, где родился Беринг. Эту землю наши соотечественники взяли и доставили к нам в Якутск. Мы сейчас должны на яхте его доставить до его могилы. Второй такой проект очень хороший, это мы доставили арктический бубен до Анадыря. Это бубен символизирует общность коренных малочисленных народов
северной Арктики, и она должна тоже совершить кругосветное путешествие. И сейчас наши чукотские друзья должны доставить до Аляски, Канада, и Европа, Скандинавия должна дойти обратно до Ямало-Ненецкого округа. Да, но если сказать еще несколько слов о маршруте, да, вот вашей экспедиции, то, значит, море Лаптевых, затем оттуда через Восточно-Сибирское, Чукотское море, вот, вы добрались до мыса Дежнева. Ну, там, в общем-то, тоже были встречи, наверное, да, какие-то, ну, мы с и животным миром. Мы с Дежнева, мы, конечно, проходили ночью, было очень сложная ситуация метеорологическая, потому что пришел прогноз о том, что если мы не пройдем до 18 сентября этот мыс Дежнева, то мы попадаем под шторма, и, соответственно, будет очень сложно, там под неделю, целую неделю будет идти шторм, у нас там негде будет спрятаться. Да? Да. По животному миру, конечно, он нас удивил. Очень богатая наша планета Земля. И белые медведи, моржи, нерпы, киты. Это, конечно, все очень впечатляюще. И вот ради таких моментов можно ходить и нужно ходить в такие экстремальные экспедиции. Андрей Леонидович, ну, мы рассказывали как раз про китов, да, что встречались вам по пути-то. Да, она встретилась в первый раз 6 китов. Это была такая удивительная встреча, окруженная чайками, там буквально миллионы птиц, и они рыбачили вместе. И 3 кита буквально так вот в метрах 10-15 от лодки ныряют под лодку. В общем, непередаваемое. Вот такое непередаваемое ощущение, скажем так, да? Капитан, как всегда, не забывает про свою яхту. Говорит, держитесь, сейчас ударит по яхте. Ну, на всякий случай нужно было держаться, конечно, мало ли. Но все-таки вот каждое ваше движение, каждые ваши встречи там с населением по пути, да, экспедиции, все-таки вы фиксировали на кинокамеру, так получается? На видео? Да, мы снимали все это, конечно, собран очень большой материал. Так. И по итогам экспедиции мы должны снять фильм. И, наверное, через полгода, год, надеюсь, презентуем хороший фильм про нашу экспедицию, как раз про те цели и задачи, которые мы ставим перед собой во время прохождения этой экспедиции. Ну, какие еще вот особенности вот вы бы еще отметили вот в первом, скажем, да, в истории вот наши земляки, наши якутяне все-таки вот проделали вот такой путь сложный? Я бы отметил такое, что когда вот мы встречались с людьми, я бы отметил бы людей. Так. Те, которые вот помогали нам даже так вот какими-то там просто советами, технической помощью, всем, чем только можно, чем они могли помочь. Северные люди все-таки не северные люди. Очень было приятно общаться с населением Чукотки. Вот, они нас приняли как близких друзей. Вот такая была домашняя атмосфера всегда, в общем. Очень, очень здорово. Ну и что касается ощущений, когда бываешь, когда на яхте бываешь там посреди огромного океана, ощущается мощь природы. Ощущается то, что от нас мало что зависит. Это надо, чтобы Всевышний помогал достигать каких-то целей. Хотя человек считается вроде таким могучим, да? Да. И здесь, конечно, вот наша 9-метровая яхта в сотнях километрах от берега и штормовая там погода. Здесь, конечно же, много от чего зависит от умения, конечно, экипажа, но все-таки большинство, я считаю, что зависит от каких-то верхних сил. Да. Андрей Дмитриевич, вы согласны? Полностью согласен. Ну вот как вы думаете, вот эта яхта ваша, она сейчас у вас на зимовке осталась? Где? В Анадыре. В Анадыре осталась, да? В Анадыре. В сохранности, все там. Ну, будем надеяться, что сохранят. Ну, например, на будущее уже планы вы тоже строили же, да? Вот тоже Александр Васильевич тоже сказал, вот, может, какие-то модернизации необходимы, может, для яхты, что-то планируете? Кое-что надо будет поменять на лодке. Само собой, она себя показала. Мореходная лодка, она себя хорошо показала, но кое-какое, что там из стоячего такелажа, маленечко паруса подлатать надо. В общем, такая небольшая работа предстоит, чтобы продолжить наш путь. Ну и надо понимать, что когда идешь на яхте, нет такого, что там включил тумблер и сидишь, отдыхаешь. Это каждодневный, очень сложный физический и умственный труд. Да?
Вот то, что Андрей Альбертович сказал, что вот, допустим, отказала печка, да, во время хода ремонтируешь, отказывают какие-то другие моменты, да, парус порвался, вода начала проникать, сложный метеорологический прогноз пришел, надо принимать решения. Вот каждый день это борьба за выживание, борьба за то, чтобы достигнуть каких-то определенных целей, да, пройти там 50 километров, пройти 30 километров, спрятаться за бухту или наоборот пройти максимально быстро. И вот каждый день она выявляет какие-то вопросы, какие-то проблемы, которые надо решать. Ну, вот географическое общество, российское географическое общество, да, там, конечно, тоже, наверное, и на материке, скорее всего, тоже есть такие же вот любители, да, которые отправляются, да, наверное, в дальние плавания и так далее. Наверное, не без этого. Очень много проводится экспедиций в рамках русского географического общества, вот. В том числе нашим отделением. Да. Здесь, конечно, надо сказать, что энтузиасты и наши соратники, которые это делают чистой души. Никто никогда им не платит ни копеечки, что называется, да. И я рад, что судьба преподнесла нам такого хорошего мореходного капитана со своей яхты, и мы провели вот такой масштабный проект, проводим такой масштабный проект. Я думаю, что и дальше пойдет. У нас есть планы. И здесь я хочу сказать, что с русским географическим обществом исполняются многие планы, претворяются в жизнь. И здесь, конечно же, призываю тоже всех радиослушателей, телевизионных слушателей вот, быть активным, вступать в какие-то хорошие проекты и самим делать, и для того, чтобы все знали про нашу родную Якутию, про нашу великую Россию. Я думаю, что вот такие проекты, они прежде всего направлены на подрастающее поколение. Андрей Альбертович сказал, что мы встречались со школьниками. На каждой своей встрече мы встречаемся со школьниками. Рассказываем про яхту, про основу яхтинга, про мореходные какие-то базовые вещи. Да. У нас, допустим, в селе Ванкаре мы были в школе, в которой учатся 5 детей. Всего малокомплектная школа, 5 детей. Вот из этих 5 детей мальчики были у нас. Да. Мальчики у нас были. Два мальчика были на яхте. На яхте, да. Вопросов было много. Да. Ну, то есть, получается... Одному понравилось, второму говорит, нет, качает. Ну, то есть в будущем получится, ну, скажем, через сколько-то лет, наверное, увеличение экипажа, да? Возможно, да. Потому что таких лодок в Россию где-то порядка 100 штук. Всего осталось? Нет, завезли тогда в советское время. В советское время. Они довольно-таки крепкие, и возможно, что очень много лодок, я знаю, что они живые, они на ходу, но никто не ходит в море. Вот. Мы, может быть, первым таким примером, что можно и на такой лодке ходить по Северному морскому пути. Андрей Ильич, ну вы же собственными руками лодку-то собрали, да? Скажем так, по частям. Ну, так-то практически да. Так. Да. Вот. Ну-ка напомните, сколько лет вы на это потратили-то? Еще раз. Да, всего где-то лет 12. 12, ну 12, всего, 12. Да, это уже... Ну, и я всегда привожу пример Андрея Альбертовича, да, человек, который целенаправленно идет к своей цели, да, и через 15 лет исполнил свою мечту, прошел по Северному морскому пути. Это тоже дорого стоит. Это самое страшное, что было в нашем походе, когда ты мечту свою исполнил. Исполнил. Да. Дальше уже и не... А что дальше? А что дальше, да? Сейчас вот эта пустота... Достигнута какая-то одна цель, надо стремиться к другой и так далее. Страшное. Да, это уже, в общем-то... Поэтому тут надо как-то вот себя вот тоже, наверное... Надо продумывать дальше. Продумывать дальше новые надо. цели, вот, новый. Так, ну что ж, осталась минута у нас до конца этой передачи, первого блока нашей программы «Якут сегодня». Ну, ваши пожелания очень коротко, Александр Алексеевич. Я хочу пожелать всем осуществлять вот такие масштабные проекты, да, жить интересной и активной жизнью. Так, Андрей Альбертович. Ну, хочется сказать молодежи. Ребятишки, надо учиться хорошо. Чтобы путешествовать на яхте, нужны знания. Первые знания вы получите в школе. Учитесь, ради Бога, учитесь. Угу. Учиться, еще раз учиться. Да, и тогда мечта осуществится. Да. Ну, спасибо. Я хочу сказать участникам сегодняшней передачи «Якут сегодня», первого нашего блока. Вам успехов, удачи уже в новом 2026 году.
Вот, планы должны вы осуществить. Спасибо. Ну, на этом пока мы прощаемся, уважаемые телезрители. Теперь через рекламную паузу вновь встретимся уже во второй части передачи. Оставайтесь. Уважаемые телезрители и радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу «Якут сегодня» в прямом эфире. Сейчас хотелось бы подвести итоги окружного этапа 6-й Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации 2025». Ну, сегодня в передаче у нас принимает участие сопредседатель оргкомитета по организации проведения межрегионального окружного этапа 6-й Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «Гордость нации 2025» по Дальневосточному федеральному округу Республики Саха-Якутия. Это Афанасий Семенович Владимиров, народный депутат Государственного собрания Иль-Тумен, заместитель председателя Госсобрания Иль-Тумен нашей республики. Я думаю, что сегодня есть, наверное, что рассказать нашим слушателям, как проходил этот этап, да, вот, окружной этап. И мне кажется, вот город Якутск выбран, наверное, местом проведения не случайно. Афанасий Семенович. Добрый вечер, уважаемые телезрители, радиослушатели. Действительно, событие федерального масштаба у нас состоялось 11 октября, вручение Всероссийской общественной премии «Гордость нации». Вы правильно отметили, что эта премия вручается в развитии, укреплении единства среди народов. Наша Якутия многонациональная, 135 национальностей проживает на территории Якутии. Работа по укреплению национального единства у нас достаточно всегда в приоритете органов исполнительной власти, органов местного самоуправления. Много у нас общественных организаций работает. Ну и я в этом году возглавил региональное отделение Ассамблеи народов России. Да? Вот такая общественная организация работает. Премия «Гордость нации», она вручается с 2020 года. Все время вручалась она до этого года на федеральном уровне. Наши радиослушатели, телезрители, конечно, знают многих лауреатов, которые были в предыдущие годы. Это Анатолий Анатольевич Добрянцев, вы помните, да? Царство небесное, да? Это Андрей Васильевич Кривошапкин, да? Это Ольга Ивановна Семенова, вот, Герой России Колесов Александр Гаврилович. То есть у нас на федеральном уровне ежегодно тоже были свои лауреаты. С тем, чтобы расширить географию победителя, лауреата, ведь заявок подается очень много, да? И всех тех, кто достоин этой премии, оценить порой очень сложно бывает. Так же и у нас получилось. Город Якутск был выбран среди дальневосточных наших субъектов, наверное, в свете того, что у нас, как я сказал, проводится организация хорошая, работает у нас органы исполнительной власти, Министерство внешней связи и по делам народов. И у нас есть очень хорошее учреждение, Дом дружбы имени Алексея Алексеевича Кулаковского, в котором у нас, как говорится, основной центр такой развития этнокультурного разнообразия. И коллектив дружный, хороший. Я бы сказал, что первым лауреатом, одним из первых лауреатов «Гордости нации» был как раз сотрудник этого дома, Колесов Александр Гаврилович. Он был заместителем директора в свое время, когда он стал лауреатом премии «Гордость нации». Во всех федеральных округах состоялись или идут, до 15 октября должны все эти окружные этапы состояться. Так. Для того, чтобы окружной этап прошел в адрес нашего главы республики Александра Сергеевича Николаева, от общественно-государственной организации Ассамблеи народов России, соответствующее письмо было об организации, был создан оргкомитет. Борисов Джулустан Анатольевич, заместитель председателя правительства, его возглавил, я был сопредседателем. В составе оргкомитета работали министерства, ведомства, предприятия и так далее, да, и представители общественных организаций. Считаю, что оргкомитет
по подготовительной работе, по проведению со своими задачами справился. Почему я об этом говорю? Потому что само торжественное вручение премии в стенах Дома дружбы народов прошло в таком в эмоциональном, красивом, красочном ритме. И наши гости, а к нам приезжали гости не только с субъектов Дальнего Востока, но и, как говорится, головное руководство Ассамблеи народов России тоже принимало участие в лице заместителя Абдуганиева Назиржона. Вот. Ну и он высоко оценил подготовку и проведение наших вручений премий. Для того, чтобы оценить те заявки, которые поступают. А сколько поступил заявок-то? Заявки поступали в Ассамблее народов России создан сайт «Гордость нации», и заявки подавались от имени общественных организаций, от имени муниципальных образований, от органов исполнительной власти, просто от учреждений. Соответствующие требования там и все подавали, да. Вот. Для оценки этих заявок межрегиональная комиссия была. То есть я возглавил эту межрегиональную комиссию, и в эту комиссию входили представители всех дальневосточных субъектов. Но собраться и работать очно было очень сложно, и мы в основном проводили ВКС. Ну и каждый оценивал, как говорится, наверное, с интересом в сторону своего субъекта. Тем не менее, 51 заявка поступила, и очень хорошо, что наши общественные организации, муниципалитеты, органы исполнительной власти подали много заявок. Из 51 заявки 31 это заявки были от Якутии. Вообще-то от 10 субъектов это было, да? Да, вот от всех субъектов. Приморье 4 заявки подала, да, там Амурская область 2 заявки кто-то подал, по одной заявке все подали, но у нас достаточно активно велось, и, наверное, это опять подтверждение того, что вопросы национальной политики у нас в приоритете. Да, вот. Конечно, в рамках премии были определены 7 основных номинаций, да? Да. Может, назовите их? Я сказал, с одной стороны, 51 заявка поступила, 7 номинаций, мы в каждой номинации должны выбрать по 3 победителя, да? По 3, третье место, первое, второе, третье место. Да. Вроде бы небольшое количество, но были поданы такие красивые заявки, люди так работают, конечно же, может быть, я болел за своих земляков, якутян, но, тем не менее, представленные заявки от дальневосточников были не менее содержательные, не менее таких знаковых, очень объединяющих большое количество людей. Поэтому я остановлюсь, наверное, на том, что вот в процессе оценки коллеги из дальневосточных регионов оценили наших земляков. Ведь в части, в номинации по сохранению языков, да, у нас победителем первое место заняла Габышева Феодосия Васильевна. Да, то есть люди увидели ее заявку и оценили. Да. Я рад за Феодосию Васильевну, потому что вместе с ней поздравляем ее. Долгое время работал, и она действительно по сохранению языков как коренных малочисленных народов севера, языка Саха, в целом по языкам она очень грамотно и хорошо работает. Вот. В части интересная такая номинация за лучшие практики в сфере национальных отношений. Здесь победителем была представитель Приморья. Но, тем не менее, на втором месте у нас была Малонова Агафья Семеновна, работающая в школе номер 13. У нее очень хороший клуб интернациональный есть. И когда ей вручали эту премию, школьники в разных костюмах народов Севера, они на фотографиях были. Наверное, сейчас, если фоторяд идет, там где-то эти ребята... Мы надеемся, что покажем. Да, эти ребята очень хорошо себя заявили. Была одна номинация, которую мы сами тоже учреждали, и право определения победителя этой номинации было предоставлено субъекту, проводящему. Так. Да. Она называется «Одна на всех».
Мы в этом году отмечаем 80 лет Победы. Соответственно, «Одна на всех» подразумевает победа «Одна на всех». Но номинация была в части не только юбилейных дат Великой Отечественной войны, но и участник СВО, кто помогает СВО, в целом, кто большую гуманитарную помощь и так далее. И очень интересно, наша комиссия была единодушным, сказал. Вот среди ветеранов Великой Отечественной войны, у нас сейчас живет, здравствует, Павлов Кирилл Егорович, да, и его вот, ну, все единогласно избрали, да, и он пришел на вручение. Молодец. Ага, и выступил с такой речью, да, и он вот подчеркнул: единство нации — это залог успеха нашей великой России. Да? Я вообще удивился. От участника специальной военной операции был номинирован Григорьев Андрей Николаевич. Мы его знаем по позывному Тута. Да. Но каким образом он геройски отстаивал интересы России, и это все знают, не только мы, да? Да, и здесь тоже были единодушны. Правда, он сам не был, но его сын все-таки пришел, получил. Да, получил, радостный такой, молодец. Поздравляем тоже. И в части работы в тылу у нас Филиппова Татьяна Митрофановна, 97 лет. Вдова, молодец. Вдова тоже поздравляем. Ветерана Великой Отечественной войны, активная участница многих мероприятий, наверное, общественной организации государеве Ямщиков, да, и она сама тоже была, присутствовала, все от начала до конца, и еще потом осталась и вместе с ансамблем спела наши, как говорится, вот эти ямщицкие песни. Ямщицкие песни, да. Вот, то есть вот 3 номинанта, и они здорово были оценены, ну, жителями и близкими. Вот. Еще одну номинацию я бы хотел отметить, да, там вот, тоже за вклад в развитие межнациональных отношений. Здесь Аргунов Константин Ильич, руководитель общественной организации Институт развития генеалогии народов Севера. Его проект по составлению наследных родословных, ну, на протяжении уже многих лет достаточно много работает, и тоже нашими коллегами оценен. Мы же вот буквально накануне вручения премии «Гордость нации» проводили Дальневосточный форум родословия Дальнего Востока. Как раз накануне, да? Да. Ну и вот он тоже является одним из идейных вдохновителей вот этих всех проектов. Его хорошо знают в наших населенных пунктах Якутии, он достаточно много посещает, общается и известен на уровне Дальнего Востока. Вот я, допустим, рад за него, то, что он стал одним из победителей. У нас ряд наших филиалов в муниципальных районах работают, да? И один из таких сильных, хороших наших ячеек на муниципальном уровне — это Мирнинская ассамблея народов. Да? И возглавляет его Гульсум Агзамовна Бесимбаева. Да. Тоже, наверное, известная личность. Да. В свое время была депутатом 5-го созыва Государственного собрания Утумен. Да? И вот ее тоже выдвинули, и она по своей деятельности была оценена и была в числе победителей премии «Гордость нации». Иногда, когда в процессе подготовки общались, и некоторые говорили: ну вот мы подадим, а вдруг не выиграет. Мне, допустим, очень жаль, допустим, то, что Шишигин Спиридон Спиридонович, известный, как говорится, наш хомусист, да, виртуоз, да, был подан, но он не попал. Да? Но, тем не менее, его Хангалазский улус представил на суд, как говорится, да, межрегиональной комиссии. Но, тем не менее, там было
20 участников в этой номинации, ну и вот, к сожалению, он не был. Но, тем не менее, его общественность оценила, и на дальневосточном уровне о нем сегодня знают. Ну, может быть, и так знают о нем, но, тем не менее, о том, что он виртуоз, хомусист, знают о нем, да. Вот, поэтому я считаю, что то, что у нас в Якутске мы проводили региональный этап Всероссийской общественной премии «Гордость нации», позволило нам самим оценить, на каком этапе, в каком содержании мы развиваем межнациональные взаимоотношения, но и в то же время сплотило. Вот во время организации, нашей общественной организации встречали в аэропорту, да, азербайджанская община, татарская община, армянская община, они встречали наших участников с букетами цветов, и они говорят, как это было приятно. Поэтому проведение Всероссийской премии «Гордость нации» — это для нас большой опыт, большая оценка, ну и считаю, что новые какие-то определенные горизонты для нас открылись. Угу. Ну, конечно, и в следующем году, наверное, что-то тоже намечается. В следующем году будут выбраны, наверное, заявляются там Хабаровск, Приморье, да. Наша задача, уже имея опыт, тоже заявиться так, чтобы как можно больше жителей наших, которые участвуют в сфере вот укрепления единства народов, были оценены на федеральном уровне, были действительно гордостью нации. Да, действительно, гордость нации 2025. Да. Но хочется, конечно, поздравить всех наших победителей, да, вот, лауреатов этой премии «Гордость нации 2025». Хочется пожелать им новых достижений, новых успехов вот, на общественной стезе, да, и люди, которые действительно вот, своим трудом, упорным трудом, вот, взаимодействии с другими общественными организациями, взаимодействиями с органами власти, да, на местах, с муниципалитетами, но проводят такую активную деятельность. И поэтому я думаю, что наши жители республики и те победители, которые вы назвали, участники специальной операции, вот, проявили себя действительно так же. Вот. Я предлагаю присоединиться к нашей работе. К нашей работе, да. Она очень красивая, хорошая. Поэтому, уважаемые зрители, радиослушатели, пожалуйста, присоединяйтесь к этой тоже общественной работе. Я думаю, есть что им, наверное, да, сказать, высказать и этой же экспертной комиссии, пускай это даже федеральный уровень, тем более, да, это нужно, Афанасий Семенович. Да. Вот, поэтому у нас еще есть резерв, наверное. Да. Вот, ну, на этом, наверное, мы закончим, Афанасий Семенович, да, нашу передачу в целом «Якут сегодня», второй блок ее в прямом эфире. Спасибо за участие в передаче. Всего доброго. До свидания. Сегодня ее вел редактор Юрий Сергеев. До новых встреч в эфире, уважаемые телезрители, радиослушатели. Берегите себя. До свидания.